Управление Россельхознадзора по Коми в прошлом году сумело обеспечить продовольственную безопасность республики. Об этом сегодня на заседании заявили представители ведомства. По их словам, в 2013-м штат надзорного органа сократился на 40 человек, и нагрузка на инспекторов заметно выросла. Но серьезных происшествий удалось избежать. Репортаж Нины Чешковой. Рыба, мясо и корма для животных. Количество досмотренной сотрудниками ветнадзора продукции исчисляется тоннами. Задача исследований – обнаружить патогенные микроорганизмы, а также химические и токсические вещества, к примеру, ртуть или, казалось бы, совсем безобидные антибиотики. К слову, в течение года было выявлено и уничтожено чуть меньше тонны потенциально опасной продукции. Проведение лабораторного мониторинга полностью финансируется за счет средств федерального бюджета. То есть для хозяйствующих субъектов он не накладывает абсолютно никакого материального бремени. То есть наши инспектора выезжают даже в самые отдаленные населенные пункты Республики Коми. Но несколько фермеров все же наотрез отказались предоставить свою продукцию для исследований. Закон на их стороне, так что ветнадзор бессилен. На руку нарушителям играют и очень небольшие с точки зрения инспекторов штрафы. Проще их заплатить и работать по-старому, чем вкладывать деньги в устранение нарушений. Если на сегодня хозяйственные субъекты подвергаются штрафу до 1000 рублей, это не сумма. Есть 10 тысяч рублей, то есть юрлица. Вот изменили сейчас статью за невыполнение предписания, вот там существенно, если от 200 до 500 тысяч, там уже чувствуется. Я думаю, что люди должны понимать, что юрлицо за неисполнение предписания с такими штрафами, это уже будет существенно бить по их карману. Еще одна проблема – отсутствие стационарных постов ГИБДД. Раньше они служили своеобразным кордоном, который защищал республику от проникновения вредных карантинных организмов. Теперь их нет, а уследить за всеми ветеринары не в силах. Результат – недавняя вспышка бруцеллеза в черте Сыктывкара. Мы не смогли проконтролировать этот именно ввоз, то, что транспортировались эти овцы по дороге. Не можем мы круглосуточно стоять. То есть были бы посты ДПС, у нас раньше, когда возможности были, был пост ДПС, наши сотрудники постоянно там дежурили. В части земельного надзора тоже не все в порядке. Нерадивые граждане с легкостью уничтожают плодородный слой почвы. В лесах и даже возле рек вырастают несанкционированные свалки. Главная проблема, считают представители надзорных органов, в самих людях. Они пренебрегают санитарными нормами и не думают ни об экономическом ущербе, ни о своем собственном здоровье. Нина Чешкова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Воркутинский